Всем привет, мои дорогие! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия. И сегодня мы будем делать расклад на тему, что он от вас скрывает. Какие мысли свои он от вас скрывает. Какие чувства он вам не показывает. И посмотрим, что накипело, что уже сидит на сердце вот этой вот самой занозой, не дает ему покоя, что накипело, и что вот-вот у него может взорваться и выйти, как говорится, за берега. Перед вами 3 варианта. Как обычно, пожалуйста, выбирайте свой. Пока вы выбираете, напоминаю, что все новинки последние есть в описании к этому видео. Мои контакты для личных консультаций, кто-то где-то писал, где тоже есть под видео в самом конце инфоблока. Обратите там внимание, там ссылка на Инстаграм и ссылка на электронную почту, куда мне можно написать, я вам отвечу, если нужна консультация. И я надеюсь, вы выбрали. Я перехожу к единичкам. Ну что, вариант номер 1, единички, смотрим вас и посмотрим сначала его мысли, которые не дают ему покоя, которые постоянно его дергают и беспокоят. Смотрите, здесь мужчина чувствует такую вот усталость и агрессию на постоянной основе. Вообще вот от всего, потому что есть вот что значит человек вымотан, человек устал, человек уже устал вот именно бороться один на один с миром, со стихией. Смотрите, какие карты у нас выпали. И здесь волк борется, да, у него здесь была схватка не на жизнь, а на смерть. И вот здесь в шторм мужчина тоже пытается выжить в этих водах. Давайте все-таки, да, вот так. И вот эта вся борьба, она вызывает в нем уже вот и усталость, и в то же время от усталости нервозность, злость, агрессивность. Хочется уже чего-то нового. Хочется на месте вот этого всего вот этой вот кутерьмы дел, вот этого круговорота его жизни постоянного, как белка в колесе, уже вырастет что-то другое, что-то новое. Но пока не получается. Пока только лишь приходится ему бороться, отстаивать свое, защищать свое, выживать. Хочется свободы, хочется такой жизни, которая была бы беззаботна, бесхлопотна. Вот хочется сидеть, вот как вот этот ребенок, мальчик с самолетиками играться, и чтобы все само работало, чтобы все само приносило доход, чтобы еще и приносило удовольствие, чтобы это все было ему в радость. Но, увы, так у него не получается. И вот эти мысли о том, что он один, о том, что он вынужден один бороться со всем миром, конечно, его нервирует, его злят. Он не может вам об этом сказать, он не может попросить у вас помощи, потому что он мужчина, потому что он защитник, потому что не хочет показать свою слабость, не хочет давать слабину именно в ваших глазах. И ищет выход из положения, ищет выход из ситуации. Но опять же, на это нужно время, и на это нужны силы. К тому, чтобы добиться того, чего он хочет, мы не видим в этом раскладе, чего именно. Но вот ту цель, которую он себе поставил, или те стремления, которые он хочет реализовать, свои предприятия, планы, проекты, вот на это нужно время, на это нужна сила, на это нужна энергия, мужчина уже вымотан и устал. Но мужчина понимает, что он в руках держит этот шанс. И если он сейчас даст слабину, то все может пойти в прах. В принципе, все его усилия прошлые могут, как говорится, накрыться медным тазом. И вот от этого тоже усталость, от этого тоже агрессия. Она у него проскальзывает, но он об этом не говорит, он молчит, он терпит. И пытается идти дальше, пытается бороться, пытается выживать, и чтобы достичь тех высот, которые он сам себе и поставил. Но опять же, время, с одной стороны, его враг, потому что оно тянется медленно, на все его проекты нужно время.
затраты на время именно длительные. И в то же время время ему и в какой-то степени и друг, потому что есть возможность, как говорится, все продумать. Есть возможность вот скрупулезно что-то просчитать. Но, опять же, это все требует сил и энергии, которых, увы, уже на исходе, которых мало. От этого, опять же, нервозность и агрессия. Дальше. Те чувства, те переживания, которые он хранит в себе, вам не показывает, либо прячет за какими-то либо масками. Ну, вот здесь, дорогие мои единички, есть тонкий намек на треугольник. Треугольник может проиграться не у всех в чувствах, в переживаниях, но может. Он переживает вообще за тот факт, что такое имеет место быть. И вот ничего больше особо карты не показали. Дальше смотрите, смотрим для тех, у кого треугольника нет. Все-таки это гадание онлайн, буду смотреть люди. У каждого своя ситуация, каждый будет примерять на себя. Мужчина запутался. Мужчина не может сейчас понять вектор и движение, направление свое. Пытается что-то как-то где-то на ощупь идти, чтобы как-то вот сбалансировать все свои переживания, все свои внутренние метания, все свои чувства, но пока что у него не получается. Это не дает ему покоя, то есть он так крутится, вертится, и вот прийти к результату какому-то одному единственному верному он пока не может. А также здесь есть переживания за какие-то договоренности, за какие-то бумаги, за какой-то его именно какая-то мечта, дело, не знаю, работа, бизнес, планы, ну, в общем, что-то такое очень масштабное, что-то такое для него важное и ценное. Вот здесь он еще и за это дело переживает. Я думаю, что это связано что-то деловое, именно с работой. И опять же, возвращаемся к некой даме, которая вот здесь у нас выпадает. В чувствах она у него стоит. То, что вам он не показывает, свои переживания, свои чувства, то, о чем умалчивает, то, что скрывает. И опять же, какое-то общение, какие-то отношения вот с этой вот некой дамой, которая ему помогает, которая его поддерживает, которая является для него неким источником вдохновения, источником сил и энергии. Вот опять же, я не говорю, что это у всех может проиграться любовный треугольник, но некая дама, это может быть мама, это может быть сестра, это может быть какой-нибудь психолог, это может быть какой-нибудь, я не знаю, врач, астролог, ну, в общем, кто угодно, тот человек, который ему помогает и его поддерживает. И держит его на уровне, чтобы он не скатывался вот прям в минус, чтобы у него всегда хватало сил и энергии двигаться дальше. Потому что вот здесь карта нам показывает, что он устал и вымотан в мыслях, да, и в чувствах тоже есть вот эта усталость, и человек запутался. Человек пока сейчас не понимает, куда ему двигаться, идет на ощупь. Рядом с ним имеется некий человек, дама, который его направляет, который ему подсказывает. Но опять же, он эту даму и свое расположение к ней, он прячет, он вам о ней не рассказывает. В общем-то, примеряйте ситуацию на себя. И дальше, что наболело? Вот тот огонь, куда не стоит подкидывать соль. Та вот эта точка кипения, которую лучше не бередить, которую лучше не трогать, которую лучше обходить. Вот это именно то, что накипело и может в любой момент вылиться наружу такой лавой, которая все снесет и уничтожит. Итак,
Вот знаете, здесь у него, опять же, усталость и нервозность. Почему? Потому что метафорические карты нам показывают, что мужчина хотел бы поддержки, что мужчина хотел бы понимания, что мужчина хотел бы заботы, внимания и некой такой свободы, чтобы его никто не дергал, чтобы его никто не ограничивал. Хочет, вот знаете, еще есть желание куда-то уехать, куда-то уйти, отгородиться от всех и вот побыть самим один на один с собой, чтобы набраться сил, набраться энергии, вот как говорится, побыть в тишине. Но и в то же время он ждет понимания от вас, дорогие мои дамы, ждет поддержки от вас, ждет, что вы будете к нему благосклонны, что вы будете относиться к его теперешним делам и ситуациям, да, сегодняшним, с пониманием и с мудростью и с терпением. Здесь, вы знаете, такая погруженность у мужчины вот в какую-то одну ситуацию, которая как день сурка постоянно идет по кругу, и ситуация связана с финансами и с работой. И с ним лично выпала его карта бланка. Он может быть недоволен собой, какими-то своими результатами, опять же, но он вам этого не говорит. И вот если вы будете усугублять, там говорить, вот, ты то не делаешь, вот, ты это не делаешь, вот, ты там мне не помогаешь, вот, ты меня не поддерживаешь. Вот тут пока лучше вам, дорогие мои, набраться терпения и подождать, когда мужчина восстановится, когда к нему вернутся силы, когда вернется энергия. Но вот этот пункт средний в чувствах, которые он от вас скрывает, но которые держит внутри и переживает, вот здесь держите руку на пульсе. Смотрите, тут может вот эта женщина, о которой я говорила, обратите на это внимание, пожалуйста. Вот такой у нас получился запутанный и очень уставший мужчина, которым жизнь уже не мила, я бы так сказала, на данный момент, по крайней мере, на данный период. И, дорогие мои, я вам желаю гармонии, желаю удачи, желаю благополучия, благосостояния, успехов и любви. Будьте счастливы, какая бы жизненная ситуация у вас сейчас ни была. С вами Астарта Сантия. Берегите, любите, балуйте, заботьтесь о себе и своих близких. Всех благодарю, что были со мной. Переходим к двоечкам. Двоечки, смотрим вас и что он скрывает. О чем он вам не говорит, что умалчивает, какие чувства он вам не показывает. Итак, вы знаете, мужчина сейчас, вот посмотрим сначала его сигнификатор. Мужчина находится на перепутье, мужчина находится перед выбором. И вот этот самый выбор, это перепутье, мужчину ограничивает. Мужчина пока этот выбор не сделает, пока не примет решение и не понесет за это решение свою ответственность, он будет сидеть в клетке, он будет ограничен, он не сможет действовать, он не сможет нормально, полноценно жить и получать от этой жизни удовольствие. Почему? Потому что будут ограничения какие-то на него наложены, которые его будут его свободу воли, его свободу действий уменьшать и ограничивать. Вы знаете, мужчина запутался сейчас на данный момент. Он не знает, как ему поступить, он не знает, какое решение ему принять. Он в поиске истины, как говорится, да, пытается как-то себя по крупицам собрать, пытается к какому-то общему знаменателю прийти, какое-то решение принять, но все никак. Пытается, знаете, как еще и чтобы никого не обидеть, чтобы вот выйти из ситуации, в которой он сейчас находится, ну вот, благородно и с плюсом для всех сторон. Почему говорю для всех сторон? Потому что, судя по раскладу, тут явно виден треугольник. Мужчина явно стоит перед выбором, куда ему уйти, что ему предпринять, какой выбор ему сделать. Но пока он этот выбор сделать не может. И вот в мыслях он только об этом и думает.
как бы остаться мужчиной для всех, как бы сохранить достоинство, как бы найти выход, чтобы хорошо было всем. И вот эта мысль, вот эта идея, чтобы хорошо было всем, она его держит, она его сковывает, она не дает ему двигаться дальше. То есть он на перепутье застрял. Вот и никуда, ни влево и ни вправо. Вот никак он не может прийти к решению. Вообще вот абсолютно. Чувство, которое он скрывает от вас, дорогие мои дамы. Смотрите, он вынужден, он показывает вам одни свои чувства и эмоции, а на самом деле, конечно же, они совсем другие. То есть тут лукавство и обман глубоко-глубоко внутри спрятанный. Он говорит вам одно, транслирует вам одно, но на самом деле, конечно же, это совсем другое. И он это умеючи, я даже как-то так жонглирует, грубо говоря, своими эмоциями, своими чувствами. То есть он уже вот такой знаток, мастак именно показывать лукаво свои чувства и свои переживания, эмоции. Он хочет, знаете как, вот еще в чувствах есть тот факт, что мужчина скрывает, опять же, выпала, как и в первом варианте, дама. В этой колоде она любовница. Это не ваша карта бланка, это некая другая дама. Тут явный намек во всех трех позициях на присутствие некой третьей дамы. Я не говорю, что это прям треугольник, но на 95% уверена, что это все-таки треугольник. Но так как это гадание онлайн, тут, как говорится, магия начинается с выбора канала, а уже потом с выбора видео и с выбора своего варианта. И вот во втором варианте 95%, что это треугольник. Это не какая-нибудь девушка, женщина, которая вмешивается в ваши отношения. Это именно такая девушка, женщина, которая их разрушает, вот я бы так сказала, которая ставит мужчину перед выбором, куда ему уйти, с кем быть, с одной женщиной или с другой женщиной. И вот здесь чувство к этой женщине он скрывает. И, конечно же, он хочет перемен, он хочет эти отношения, как этот Гордиев узел, разрубить. И опять же, как я уже и говорила, быть хорошим для всех, найти коннект, договориться, навести мосты с двумя женщинами, чтобы и там было хорошо, и чтобы он остался для обеих женщин именно мужчиной, таким вот благородным, который может решать проблемы, даже вот такую сложную, как треугольник, как выбор в треугольнике. И вот эти чувства, все переживания он и одной стороне, и другой стороне он до конца не показывает. Он говорит и транслирует одно, на самом деле, как я уже и говорила, повторяюсь, в чувствах у него совсем другое. Тут такое вот внутреннее раздражение и неизвестность, потому что он не знает, какое решение принять. Хочет стремиться к переменам, к изменениям, но пока как это сделать, какое решение принять, нет ответа у мужчины. И та болевая точка, та точка кипения, которую он тоже не показывает, но которая уже вот-вот и взорвется. Опять же, треугольник, отношения в треугольнике, и мужчина хочет уже этот треугольник, этот узел разрубить и начать заново свою жизнь, начать с какого-то нового витка, наладить наконец-таки свою жизнь, чтобы она была гармоничной, чтобы она была такой вот благополучной, но ему требуется помощь, ему требуется поддержка, потому что он сейчас не в состоянии принять решение и сделать выбор. Нет у него ресурса, нет у него такой возможности, нет сил. Но он уже на грани, потому что у нас тут карта гроб, карта ребенок и карта башня. То есть
вот она трансформация, которая даст новый виток, который приведет его к неким таким уже устойчивым положениям, устойчивым именно внутренним переживаниям. Я имею в виду как раз таки вот это шаткое положение у него уйдет, вот эти непонятные качели, этот выбор, перед которым он стоит, он уйдет, и он обретет наконец-таки такую уверенную позицию, уверенность в себе. То есть он уже будет устойчиво стоять на ногах, и у него будет устойчивое внутреннее состояние, когда нет вот этого поиска, когда нет внутренней боли, когда нет агрессии, когда нет раздражения, когда нет переживаний за одну и за другую женщину, когда нет вот этого страшного выбора, который ему нужно сделать. А выбор для него, это, как и для большинства мужчин, это болезненная, да, ситуация, которая не дает спокойной жизнь, которая не дает спокойно спать, есть, думать, в общем, все что угодно. Это клетка, из которой выход он может найти только лишь сам, либо если одна из дам подтолкнет и протянет руку помощи. А рука помощи это может быть либо дама примет решение уйти, да, оставить треугольник, либо наоборот подтолкнет его так, что он сделает выбор в ее сторону. Вот такой у нас выпал вариант номер 2. Подождите, давайте я проговорю, если треугольника все-таки нет. Это гадание онлайн. И вот здесь все равно некий выбор и поиск неких ответов для него. Все-таки выбор, потому что мы вытащили сигнификаторы, мужчина стоит перед неким выбором, здесь однозначно. Тут какие-то перемены в жизни у него идут. И он стремится к этим переменам, он этих перемен хочет, но и в то же время он этих перемен боится. Потому что за переменами там неизвестность. Там неизвестно, что будет, неизвестно, как повернется. И вот этот мужчина боится еще сделать этот шаг вперед, перешагнуть этот порог перемен, порог новой жизни, потому что там неизвестность. И вот он может все свои переживания, все свои страхи, метания, терзания, опасения, неуверенность в себе, он все это прячет, все это умалчивает. Но если его подтолкнуть, и если ему сказать, что все будет хорошо, его как-то поддержать, то, скорее всего, конечно же, мужчина этот выбор сделает. Это вопрос лишь времени, потому что долго находиться перед этим выбором, вот в этой клетке, скорее всего, мужчина не сможет, потому что уже накипело. Вот уже накипело еще вот-вот, и он взорвется. А когда произойдет этот взрыв эмоциональный, да, когда точка кипения, она дойдет до максимальной такой точки, да, до максимального градуса, то уже все это не удержишь, мужчина взорвется, и после этого как раз-таки у него наступит ясность, наступит такая уверенность, и он уже обретет вот это вот уверенное, стойкое положение, нерушимое положение. И опять же здесь наличие дамы, которая как-то его поддерживает, как-то помогает и его подталкивает, она все равно здесь остается, даже если это не треугольник. Это может быть мама, это может быть сестра, это может быть какой-нибудь друг, который всегда рядом, который всегда может что-то подсказать, что-то подтолкнуть. И вот она, вот эта дама, она его подталкивает все равно вперед, она ему как бы постоянно его толкает к решению, постоянно толкает его быть мужественным и принять все-таки решение сделать этот шаг, перешагнуть порог, прыгнуть в эту бездну. Вот она его толкает. Но он ее вам не показывает, не рассказывает, он ее прячет от вас, дорогие мои двоечки. И вот такой вышел у нас вариант номер 2. Я желаю вам всего самого наилучшего, самое главное гармонии, любви и здоровья. Будьте счастливы, как бы ни складывалась ваша жизнь. С вами была Астарта Сантея. Берегите, любите, балуйте, цените, заботьтесь о себе и своих близких. И, пожалуйста, если видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока, перехожу к тройкам. Итак, троечки, смотрим вас.
И сигнификатор мужчины, его личность. Вот сейчас мужчина в таком, я бы сказала, на подъеме, и на энергетическом подъеме, да и вообще, видимо, у него все его дела, все его заботы складываются довольно-таки позитивно. Здесь мужчина такой сильный, мужчина умный, мужчина мудрый, мужчина такой гибкий, хитрый и в то же время легкий. Знаете, вот это золотая середина, когда вроде как мужчина сильный и волевой, и в то же время он достаточно гибок и легок для того, чтобы допускать какие-то невероятные вещи в своей жизни. Ну вот какой-то вот достаточно мудрый мужчина. Мысли, которые он скрывает, которые не дают ему покоя. Вы знаете, мужчина сейчас на самом деле просто устал. Но у нас две разные колоды у меня на столе, и чуть-чуть по-разному они показывают его ситуацию. Метафорическая колода нам говорит, что мужчина устал, мужчина вымотан, мужчина замучен теми своими обязанностями, обязательствами, работой. Она его прям, эта работа, это его ответственность, она его прям скрутила по рукам и ногам и не дает ему дышать. Но в любом случае эта занятость, эта работа, эти проекты, они приносят ему какой-то результат, достаточно хороший результат. И, скорее всего, мужчина занимает еще какую-то должность, какое-то положение на фирме, в работе, или у него свой бизнес, тогда там довольно-таки успешный бизнес. Но он требует его постоянного внимания, его постоянного контроля. И от этого просто-напросто мужчина вымотан. Вымотан и хочет как-то, знаете, отдохнуть, абстрагироваться, но пока, видимо, он не может. Вот метафорические карты прям такие довольно ярко показывают его усталость. А Ленорман нам показывает больше, знаете, чувства, эмоции, отношения, брак, семью. Вот здесь тоже у него какие-то мысли, но он вам не показывает, они такого характера, что вас, выпала его карта бланка, то есть он о вас думает, он содержит вас в своей голове, вас он видит как свою даму, как я бы сказала, даже официальную супругу, жену, с которой у него уже семья, отношения с которой уже довольно-таки крепкие, такие укорененные, которые дают уже какие-то свои результаты, плоды. Даже если это не официальный брак, то он об этом задумывается, он об этом думает. Все-таки у нас выпала ваша карта бланка, за вами кольцо, перед вами башня. То есть это что-то официальное, какое-то предложение он вам предложит, вынесет на ваш суд. Но пока он об этом вам не сказал. Но смотрите, если вы уже женаты, это официальный брак, то Ленорман нам здесь говорит о том, что просто-напросто он так и видит вас своей женой, своей супругой, отношения с которой уже довольно-таки будничные. Я имею в виду, что он уже привык к этим отношениям, он уже изучил их. Жена как прочитанная книга. И отношения с вами, они его оплот, они его некий такой ресурс. И он о вас думает всегда. То есть не в плохом, не в хорошем ключе, а просто-напросто все его мысли о вас, о ваших отношениях, о вашей семье. И, опять же, и работа. То есть ничего такого сверхъестественного, нормальный среднестатистический мужчина, который думает о работе и о своей семье. Далее чувства, которые он скрывает от вас. Опять же, здесь усталость. Усталость очень и очень большая. И также, знаете, тут вот эта первая карта, кукловод я ее называю, она нам говорит о том, что, скорее всего, ему не нравится, и он это чувствует, что важно, когда им пытаются руководить, когда его пытаются куда-то направлять именно вот силой, какой-то некой грубостью, либо хитростью. Но в любом случае, так как он сам довольно-таки хитер и умен, он это чувствует, он это видит. И ему вот это не нравится. Он начинает агрессировать, он начинает нервничать, он начинает возбуждаться, и все это приводит его к
к агрессии, к некому нервозу. Также смотрите, то, что он вот так много сильно работает, то, что ему приходится постоянно быть активным, быть в динамике именно в рабочем ключе, именно вот зарабатывать деньги, содержать семью, охранять, быть такой защитником, быть такой опорой. Он устал, и от этого тоже устал. Вот мужчина вообще по всему раскладу на метафорической колоде говорит нам эта колода о том, что мужчина уставший, вымотанный. Почему? Потому что есть ответственность за семью, есть ответственность за детей, если таковые, если таковых нет, то мужчина просто-напросто думает о том, что вы пара, что вы партнеры, что у вас уже вы ячейка общества, вы семья, и он должен содержать, он должен на должном уровне, достаточно таком высоком, содержать семью и давать те блага, которые он считает необходимыми, а планка у него достаточно такая высокая. А вот Ленорман нам опять показывает чуть-чуть другую ситуацию. То есть тут у нас колоды не дублируют друг друга, а показывают разные грани его чувств, его эмоций, его мыслей, разумений и его вот этой точки кипения. В чувствах у него опять выпадает некая дама. Но по раскладу, в общем и целом, я не могу сказать, что это прям третья сторона в отношениях, именно любовница. Нет, тут какая-то дама, может быть подруга, может быть мама, может быть бабушка, достаточно умная, мудрая, благородная, которая может его как-то толкать на какие-то совершения, на какие-то решения, достаточно такие длительные или, я бы сказала, судьбоносные. Те решения, которые принимаются не с бухты-барахты, а именно обдумываются, и эти решения, они накладывают такой достаточно серьезный большой отпечаток в жизни. И вот здесь она прям вдохновляет его именно на какие-то свершения, на какие-то на достижение каких-то результатов, чтобы мужчина достигал какие-то разные грани в жизни. Если все-таки эта дама, третья сторона, неважно, может быть, кто-то вмешивается в ваши отношения, то ее он от вас тоже скрывает. Почему? Потому что она может, опять же, его наускивать, потому что она может его как-то соблазнять не туда. То есть это, знаете, такая этот соблазн, который приводит именно к деструктиву в отношениях. Но да, он с ней как-то все это обсуждает, да, он там слушает, что она говорит, но, судя по всему, решение он принимает сам. Почему? Потому что в чувствах есть переживания из-за вот этой женщины, а вот в мыслях он вас содержит достаточно так вот стабильно, достаточно уже укорененно, то есть вы для него важны. А вот здесь это просто как фактор, раздражающий его спокойствие, я бы так сказала. Но общение тут имеется. И, скорее всего, этот человек, он в его жизни давно. Это не кто-то там, с кем он недавно познакомился, а именно этот человек уже из прошлого, с которым он, в принципе, мог поделиться, либо которая в курсе всех его жизненных обстоятельств, отношений и так далее и тому подобное. Вот тут она может выступать таким раздражающим фактором. Хотя все-таки склоняюсь к тому, что почему раздражающий, потому что мы видим метафорическую колоду. Но любовница, эта карта так здесь в этой колоде называется, и рядом карта Лилии говорит нам о том, что это очень благородная, умная мадам. Поэтому я думаю, что это просто как такой наставник, который ему помогает и поддерживает. Либо даже это может быть какой-то врач-психолог, к которому он ходит, например, на приемы, которая дает ему какие-то очень мудрые, очень такие разумные советы. И причем достаточно уже длительное время, давнишнее. Дальше, вот та точка кипения, которая вот-вот может взорваться, выйти из берегов. Что лучше не бередить, да, куда соль лучше не подкидывать. Не ограничивать его в его действиях, конечно же. Не уменьшать, не преуменьшать его заслуг.
наоборот говорить, как он прекрасен, какой он молодец, как он много дает, как он многого достиг. И еще как-то, знаете, вот его раздражает такая будничная повседневность, скука, тоска, которая повторяется, вот некий такой день сурка, который изо дня в день одно и то же, одно и то же. Вот это человека может раздражать. Также человека может раздражать факт того, что, опять же, его могут ограничивать, его могут как-то упрекать и заставлять его работать еще больше. Это тоже может его сейчас раздражать, потому что усталость и вымотанность, она есть, и причем такая конкретная. Что же нам говорит Ленорман? Вот это самая точка кипения. Ну, на сердце не совсем, и на душе не совсем, конечно, легко. Есть какая-то некая тяжесть, и он ее скрывает, но пытается понять, вытащить из себя. И как раз-таки я думаю, что в скором времени у него это получится, потому что у нас лестница и затем карта колодец, которая говорит нам о том, это одна из самых позитивных карт в этой колоде, которая говорит нам о том, что вот это все состояние, точка кипения, она выправится, она уйдет и придет вот это состояние неизвестности, да, оно уходит, а на его место приходит уже новая сила, новая энергия, наступает какая-то новая жизнь, новый виток, который наполняет и толкает на какие-то новые свершения, наполняет энергией, наполняет желанием двигаться. В общем, это такой источник вдохновения, источник сил, энергии, вот как глоток свежей воды в жизни. Вот так и у него будет. Ну вот прям, я не говорю, что это будет завтра, послезавтра, но там, скорее всего, в какое-то ближайшее время, сроки, ну, то где-то месяц, наверное, полтора, по крайней мере, у меня так проигрывалось, там будет видно. Мужчина придет в норму, потому что, видимо, усталость, она уйдет. Кстати говоря, еще может быть, если мужчина куда-то собирался поехать, или вы куда-то совместно собирались поехать, то, скорее всего, это все должно свершиться. Либо у него будет какой-то небольшой отпуск, такой вот небольшой затишье, где он наберется сил, наберется энергии и пойдет дальше с новыми силами, с новым желанием достигать, постигать, завоевывать, совершать и так далее и тому подобное. Вот такой у нас вышел вариант номер 3. Дорогие мои, я вам желаю всего самого наилучшего. Самое главное, конечно, здоровья, любви, благополучия, успехов. Берегите, любите, балуйте, цените себя. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю еще раз. Надеюсь, вам видео понравился и вам канал, в принципе, вам интересен, полезен, занимателен. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До встречи!